Однако, как говорит русская пословица, благими намерениями вымощена дорога в ад. В известной мере мы за все то, что произошло вот в эти 30 с малым лет, определенную долю ответственности взять на себя, я имею в виду оппозицию. Вот если чудным образом сегодня состоялись бы выборы мэра города Бишкек, то я уверен, что избранным мог оказаться персона гораздо менее предпочтительнее, чем выдвигают. Это во-первых. Во-вторых, мы бы заложили еще одну конфликтную линию между желанием продолжать демократические процессы, между желанием полностью перейти к парламентским формам правления и выстраиванием вертикали власти. Вот у нас был опыт избрания мэра города, это Силаев, вы помните. Да. Он стал настолько независимым, настолько популярным в городе, что центральной власти эта фигура не понравилась. Это одно противоречие. Второе противоречие, он ни в грош не ставил парламент, городской парламент. Да. Вот она конфликтная линия. И сегодня, если чудным образом мы бы избрали мэра города, он бы этот городской парламент ни в грош бы ставить не стал. И это бы коренным образом противоречило нашим устремлениям продолжать развивать парламентскую форму правления. А ведь политическое руководство нашего государства, да и мы в своем подавляющем большинстве хотим именно развивать парламентаризм. Вот если пользоваться опытом других государств, то уместным было бы сегодня обсуждать минимизацию полномочий мэра. Он должен быть простым исполнителем законодательной ветви власти. Прежде всего городского парламента. Но известно, что городской парламент должен быть не таким. Это понятно. Главой и главной фигурой местного самоуправления должен быть председатель городского кенеша. Этого не происходит. Мы знаем, какой наш городской кенеш, его качество и возможности мы прекрасно знаем. Однако мы хотим вот ту порочную практику, которая у нас сложилась. Мэр распоряжается всем, и бюджетом, и, в общем, ворочит как хочет. Мы хотим узаконить вот эту ситуацию. Вот странным образом за все эти годы вот такие поворотные законопроекты, поворотные решения у нас принимаются в цейтноте и вот в такие вот сложные периоды. Конституция 2010 года под влиянием вот этого бунта, под влиянием насильственного захвата власти приняли. Но наука нам говорила, и ваш покорный слуга в том числе, в силу того, что я читаю эти книги, что такую конституцию принимать нельзя. Я просил, умолял, что эта конституция заведет нас в тупик. Так и случилось. Я-то думал в течение 5 лет, прошло 7 лет. Эта конституция нас завела в глубочайший кризис. 8 лет. Я умолял хотя бы не вводить институт с такими полномочиями президента. Это же было понятно, что эта фигура просто уничтожит все. Но так и случилось. Кыргызы устроены странным образом, где можно легко смоделировать поведение личности и происходящие процессы, тенденции, делают вид, что не понимают. Частью, конечно, не понимают, но большинство делает вид, что не понимает. И движимые различными интересами поддерживают это, а потом сокрушаются.
делает вид, что вот этот процесс, вот этот случай, вот эти безобразия оказались неожиданными. Да ничуть не бывало. И с этой точки зрения мы определенную часть ответственности должны взять на себя. Вот, в частности, вот эта инициатива одна из эпизодов наших реформ, которые кроме проблем, разочарований и лишних затрат ничего не приносят. Все наши реформы за эти 30 лет носят фрагментарный характер, эпизодический характер. Поэтому у нас ничего и не меняется. Вот говорим мы о выборности мэра города. Да уместно было бы сегодня говорить о природе выборов вообще. Вообще наши выборы выборами не являются. Ну, я думаю, никто из вас не станет утверждать, что это были выборы. Да не было никаких выборов. Вот если, скажем, в простых взаимоотношениях человеческих человек дважды, ну, допустим, трижды ошибившийся на одном и том же, ну, людьми воспринимается как некий простофиля, там, недостаточно образованный человек. А вот в государстве 30 лет кряду кыргызы ошибаются и не перестают продолжать дальше верить этому. Ведь тогда как мы можем этот народ охарактеризовать? Я думаю, что прежде всего мы должны думать о выборах вообще. А если даже еще дальше пойти, мы должны думать, какую же власть, какое же государство мы построили. Ведь понятно, что в конструкции допущена ошибка, в конструкции нашего государства. Вот. Ведь ученые говорили, предостерегали, что парламентское правление может успешно функционировать только в едином дизайне с выборной системой и партийной системой. А мы из этой аксиомы выбрали только партийные списки, и теперь поголовное разочарование у людей. Я тоже уже ненавижу эти партийные списки и партии, потому что они таковыми и не являются. Вот. Следовательно, я убежден, что нужно думать и находить варианты решения вообще о выборах. Вот мы голосуем по единому... Осталось, да? Хорошо, я закончу. По единому округу. Кыргыз не голосует в масштабе государства. Ну, это же уже понятно. Перед выборами 5-го созыва, перед выборами 6-го созыва я как мог криком кричал: нельзя по этим правилам больше проводить выборы. Мы потеряли 10 лет. 5-й созыв и 6-й созыв. Ну можно же было почитать книги, науку о чем говорит, о чем говорят люди, которые сталкивались, прошли все выборы. 5-й, 6-й созыв, он деструктивный, они завели нас в тупик. Теперь надо бы подумать, какой же системы мы будем предлагать в 2020 году. Чтобы в 2020 году получить более качественный парламент, мы сегодня должны вносить изменения не только в выборы городов, мэров и местных муниципалитетов, а вообще о выборах. Я продолжаю утверждать, что Кыргыз не голосует в масштабе республики. Он честно голосует, уже опыт об этом говорит, он честно голосует только в ареале известных людей. Поэтому предложение, кто выносил, я не знаю, по-моему, Атамекен вносил, предложение о 9 округах в Кыргызстане. И это верное предложение. Есть кумулятивная система выборов, которая мобилизует на выход в политическую авансцену лучших представителей общества. И это в науке уже давно доказано. Мы вот продолжаем упорствовать в своем заблуждении. Я призываю вас, уважаемые друзья, к тому, чтобы в комплексе посмотреть. Ну хорошо, давайте вот о выборах. Я уж не буду настаивать на том, чтобы мы задумались о конструкции всего государства. Хорошо, о выборах. Давайте подумаем, как изменить вообще природу выборов. И сделать эти выборы выборами.
Вот сейчас очень популярным стала пропаганда мнений к возврату к одномандатным округам. Нельзя этого делать, уважаемые друзья. Мы тогда разрушим идею парламентской демократии, которая сегодня удивительно благоприятным образом руководствуется и политическое руководство нашего государства, и большинство наших граждан. Только в параметрах этого парламентского правления мы можем сделать качественно другие выборы. Вот одну лишь меру назову, да, чтобы избиратель голосовал за каждого, кто в списке. И наряду с другими изменениями мы могли бы добиться более качественного парламента. Ну вот здесь меня уже поджимают. Они говорили, что 20 минут дают, а теперь на 10. Это вот помните, когда я скандальным образом выступал в парламенте, спикер не дает говорить, просил 45 минут, мне дают 20 минут, и я вынужден был там в экстремальной обстановке говорить, где-то 17-18 минут. Меня до сих пор упрекают, что вот, мол, обещал, а ничего не дал, никакого чемодана там, скажем, не дал.